Проблем с материалами нет, рабочих рук хватает. Свой доклад подрядчик начинает с конкретных цифр. На объекте трудится 100 человек, плюс 4 единицы техники. Завершается монтаж вентилируемых фасадов, внутри идет установка гипсокартонных перегородок. На днях здание начали прогревать. К старту этапа отделочных работ строители готовы. Через дней 7-10 при наборе нормативной температуры мы начнем работы, отделочные работы. Это укладка плитки на полы, мы начнем цементно-песчаные стяжки, начнем в массовом порядке производство работ по устройству гипсокартонных перегородок. Пока нас тормозит только замерзшие стены здания, которые начали отогреваться. Времени на раскачку нет, еще раз напомнил глава коми подрядчику. Тот заверил, готов увеличить бригаду в 4 раза. И до середины июня закончить всю черновую работу. Сергей Гапликов потребовал четкий график. По каждой секции, по каждому этажу должен быть четкий план размещения, формирования ресурсов, с тем, чтобы все это должно было быть скоординировано с этим графиком. Все это надо сделать, не отложить. Сдать объект уже с благоустройством территории подрядчик должен в июле. Школа примет сразу 1200 учащихся. Это позволит вздохнуть спокойно другим образовательным учреждениям, которые сегодня работают в 2 смены. Уже в Пушкинской гимназии Сергею Гапликову рассказали о своем опыте решения этой проблемы. Впервые в этом учебном году здесь открыли 3 первых класса. Один из корпусов разгрузили. 5-классников перевели в основное здание к среднему звену. Оборудовали дополнительный класс на 25 мест. Сегодня это современный кабинет по изучению иностранных языков с уникальным оборудованием для оттачивания устной речи юных сыктывкарцев. Оборудование нам, конечно, помогает в первую очередь на мотивацию работать с ребятами, потому что они раскрываются через использование оборудования, это им близко. Вы знаете, есть такой термин «цифровые дети» сейчас в современном мире, те дети, которые рождаются с гаджетом в руках. И поэтому, когда мы подключаем к работе на уроке документ-камеру, систему голосования, лингофонный кабинет, лего, они чувствуют себя как рыба в воде. Новый корпус Эжвинской школы – еще один вариант решения проблемы второй смены. Рассчитан он на 250 человек. Начальная школа теперь учится только по утрам, а вот 3 класса среднего звена до сих пор грызут гранит науки после обеда. Но даже они после уроков не спешат домой. В кабинетах современные интерактивные комплексы, многофункциональные устройства. Даже изучение правил дорожного движения теперь превратили в интересное путешествие по городским улицам. И самое главное, когда вы учите правила дорожного движения, родители научите, чтобы они тоже знали. Хорошо? У вас такое задание. Обязательно выполните. Всего же в регионе во вторую смену обучаются 10 тысяч человек. До 2021 года в республике планируют решить проблему окончательно. Вопрос на контроле держит лично Сергей Гапликов. Виктория Палкина, Елена Кононова, Василий Янин, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.